наши дорогие туристы! Заповедная Мордовия продолжает свои онлайн-экскурсии для вас. Меня зовут Анастасия, и я проведу вас с удовольствием в этот мир нетронутой природы, где можно отдохнуть душой. Сегодня мы в национальном парке Смольный. Здесь открыты для посещения такие места отдыха, как Маевка, Метряшки, Алатырь, Чайка, Чугуновский кордон, Горьковский кордон, Кузалей, Ташкентский кордон и Журавлиха. Ну что, мы на Маевке, это одно из мест отдыха в национальном парке Смольный. Здесь находится несколько беседок для отдыха в теплое время года. Беседки есть как открытые, так и закрытые. Ну а в Новый год здесь, на главной площадке, которую мы вам обязательно покажем, наряжают елку, вводят хороводы, проводят разные викторины и активные игры. На месте отдыха «Чайка» раньше располагался детский пионерский лагерь. Сейчас же это место используется в основном для массовых мероприятий. Ежегодно здесь проходит фестиваль музыкального и песенного творчества «Зеленая гитара». Также впервые в этом году здесь прошла первая межрегиональная гонка на собачьих упряжках «Форест Гав». Здесь увеличена площадь парковки для машин, есть специальная сцена, скамейки для зрителей, полуземлянка и гостевой домик. Но не стоит думать, что на месте отдыха «Чайка» можно только массовые мероприятия проводить. Конечно же, здесь можно комфортно отдохнуть не только семьей, но и большой дружной компанией, а может быть даже не одной. А еще здесь есть суперземлянка, в которой вам будет очень комфортно находиться, особенно в такую жару, как сегодня. Пойдемте посмотрим. Одно из самых новых мест отдыха – это Алатырь. Здесь 3 уютных домика. Один домик на 6 человек и 2 домика на 2-3 человека. В каждом домике есть все необходимое для комфортного проживания. Также здесь есть летние и зимние беседки и баня. Места отдыха Метряшки и Алатырь ждут своих любимых туристов для отдыха на природе круглогодично. Одно из самых посещаемых мест национального парка Смольный – родник Кузнал с кристально чистой и вкусной водой. Название родника происходит от эрзянских слов «куз», «ель» и «ало» – «под». Дословный перевод – «под елью». Пойдемте посмотрим этот родник. Метряшки – живописное место отдыха на берегу озера с одноименным названием. Вот оно, красивое озеро Метряшки, а в 3 километрах от него находится еще 2 озера, Дубовое 1 и Дубовое 2. На Дубовом озере растет водяной орех чилим.
Это растение занесено в Красную книгу. Само озеро Дубовое-1 и Дубовое-2 протяженностью составляет более 1 километра. Также оно очень глубокое, 4,5 метров соответственно. На Метряшках есть гостевые домики вместимостью до 15 человек, двухъярусные кровати на 1 этаже и обычные на 2. Здесь находится столовая, летняя кухня и баня. Также есть здесь 2 старых дома, студенческая база на 60 человек. В домиках есть нары и 4 большие комнаты для летнего проживания. В национальном парке Смольный действуют экологические тропы, лесная палитра и зеленый мир, а также работает музей природы. В национальном парке ведется большая работа по благоустройству туристических мест посещения. Здесь создаются новые места отдыха, новые гостевые домики, новые туристические маршруты. И, конечно, идет стройка нового большого визит-центра.